Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Якутия принимает гостей самых крупных спортивных соревнований страны текущего года – 8-х спортивных игр «Дети Азии». Игры завершатся 7 июля. «Дети Азии» – это не только спортивные состязания. Все дни игр заполнены яркими и зрелищными мероприятиями. О культурной программе мы поговорим сегодня, в том числе о церемонии закрытия игр. Гости нашей студии – Мария Турантаева, первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Саха-Якутия. Мария Васильевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем, наверное, вот с такого вопроса. Культурных мероприятий действительно очень много. Мы регулярно выдаем новости с той или иной локации, но тем не менее. Все крупные общественные пространства Якутска заполнены. Расскажите подробнее, где, какие пространства используются для проведения мероприятий. Благодарю за вопрос. У нас, конечно, как вы все знаете, около 80, даже более 80 мероприятий, которые были запланированы в рамках игр «Дети Азии». Они у нас проходят по всем площадкам города Якутска. Практически все самые главные площади, которые находятся у нас в городе Якутск, они заполнены разными мероприятиями. У нас нынче работает такое замечательное место, как культурный парк. Также очень активно работает площадь Орджоникидзе и Старый город. Ну и, конечно же, площадь Дружбы каждый день тоже принимает определенное количество участников культурной программы в разных направлениях. И вот это обилие, красочная, вот непосредственно культурная программа, она очень помогает не только жителям, но и всем нам для того, чтобы увидеть полностью всю культуру Якутии. Ну да, действительно, я нет-нет, да прогуливаясь по городу, отмечал, что не только участники игр, скажем так, но и жители и гости столицы с огромным удовольствием смотрят те или иные зрелищные представления. Церемония закрытия состоится, она вот уже буквально в субботу. Да. Церемония открытия вызвала очень большой интерес как у зрителей, которые непосредственно на стадион пришли. Я знаю, что телетрансляцию смотрело очень много людей, я в том числе с огромным удовольствием. Но все-таки церемония закрытия. Продаются ли еще билеты, можно ли туда будет попасть? Практически все билеты уже закончились. Ну, может быть, пару мест, возможно, осталось. Все продается на сайте дирекции по проведению спортивных игр «Дети Азии». Да? Также, конечно, у нас, безусловно, будет очень интересное закрытие. Очень много звезд местных, отечественных, а также приглашенных звезд будут выступать на закрытии игр «Дети Азии». Также, конечно же, это будет волнительный момент, когда мы погасим огонь, когда все победители будут награждены, и лучшие из лучших выступят перед зрителями. Ну вот чуть подробнее о программе, если не секрет. Это будет опять театрализованное какое-то представление? Да, это будет достаточно такое большое, скажем так, даже не театрализованное, а скорее всего это будет такое концертное шоу, которое вот у нас главным режиссером которого является Михаил Степанов. И вот он со своей командой сейчас готовится к закрытию, и интенсивно идут репетиции. У нас закрытие будет состоять из нескольких блоков. Ну и каждый блок будет отличаться от другого, и будет очень интересно. Вот если на открытии было задействовано множество творческих коллективов со всей республики, это порядка 4000 человек, если не изменяет память, то церемония закрытия. Сколько там будет человек, какие творческие коллективы будут представлены? Да, закрытие тоже у нас готовится масштабно, также грандиозно. У нас будут принимать участие более 68 танцевальных коллективов творческих, да. И, конечно, количество людей, которые будут принимать участие на закрытии, это свыше 1000 человек. Поэтому тоже очень достаточно такое масштабное зрелищное мероприятие. Но вот отсыл, опять же, к открытию. Нет-нет, да, в информационном поле, в интернете звучали некоторые недовольные, может быть, скажем так, отзывы, что было немножечко затянуто, хотя мне, на самом деле, очень понравилось, было все очень здорово. Необходимо ли было действительно делать таким открытие? И, ну, опять же, оправдано ли будет закрытие? Причем мы еще не знаем, каким оно будет по времени. Ну, на самом деле, буквально в течение часа, скажем так, да, невозможно все вклинуть. Но, тем не менее, наши режиссеры, наши сценаристы, наши постановщики, наши хореографы постарались сделать праздник.
постарались сделать праздник не только для зрителей, но и также для участников, потому что каждый участник, наши дети, которые принимали участие вот, на самом открытии, которые сейчас готовятся на закрытие, это для них, скажем так, величайшие события в их жизни, потому что это история на самом деле, и это дружба, которую они приобретают как раз-таки, когда вот находятся здесь в рамках подготовительных работ, да, ну и это, соответственно, это еще и, можно сказать, красочное путешествие именно в ту культурную составляющую, ну и, соответственно, мы хотели показать полностью то, что хотели, то, что бы хотели бы увидеть, например, и другие страны, например, да, и зрители в целом, не только по Якутии, но и по России, и по всему миру. Поэтому объять необъятное, конечно же, это сложно, но тем не менее мы очень сильно старались. Ну, я больше чем скажу, это очень хорошо получилось, на самом деле. Давайте поговорим про символы игр «Дети Азии». Вызвали они огромный просто восторг, множество улыбок, эти потрясающие зверушки, так их назовем. Презентовали их, в принципе, уже давно, но, тем не менее, расскажите, кто автор и что символизируют вот эти вот... Да, символы, конечно, у нас, получается, был очень большой конкурс, как вы помните, да, и вы как раз-таки выиграли те персонажи, на которых как бы большое количество у нас зрителей проголосовало. Это у нас бурундучок, ну и, соответственно, сам мамонт, также который является мамонтенок, который является символом всех игр «Дети Азии» практически с самого начала. Ну и, конечно же, у нас все вот логотипы, все вот брендбуки и так далее, все они были согласованы достаточно серьезными людьми. Это Международным олимпийским комитетом, поэтому уже как бы все вот эти цвета, все вот эти знаки и символы, которые вот у нас есть в наших брендбуках, которые посвящены играм «Дети Азии», они прошли практически все возможные и невозможные проверки. Ну и, конечно же, были учтены голоса наших зрителей, голоса нашего населения. Ну и мы, получается, сегодня имеем очень хороший, классный брендбук и логотипы, которые, мне кажется, уже еще дальше будут скрашивать наши, не только нашу территорию, наш город Якутск там и так далее, да, но и нашу сувенирную продукцию. А кто все-таки стал был, вернее, автором вот этих символов, которые одержали победу на голосовании на зрительском? Вот я, к сожалению, не помню имена ребят, да, которые вот нарисовали, ну, имеется в виду, нарисовали вот эти символы. Наши местные. Да, это, да, наши местные ребята, которые вот принимали участие в этом конкурсе, ну и, соответственно, вот такой вот результат есть. И на сегодня вот эти наши вот логотипы, которые на сегодняшний день превратились в мягкие игрушки, там, в разную сувенирную продукцию, практически вошли в каждый дом. Вот скажите, а есть ли, ну наверняка она есть, какая-то обратная реакция не только вот от жителей и гостей города, это понятно, на лицах все написано, вот это удовольствие от культурной программы, которая присутствует во время игр, а от участников, что участники говорят, насколько они довольны? Ну, участники, конечно, они из разных стран к нам приехали, 24 страны, это очень большое достижение. И, конечно, каждый, кто увидел, приехал сюда в Якутию, они все говорят, что мы влюбились в вашу страну, влюбились в вашу Якутию, она настолько живая, она настолько зеленая, и она настолько, скажем так, чистая. Такой воздух, говорят, чистый. Ну и вообще люди такие теплые, приветливые. Поэтому для них это также в истории останется в памяти. И то, что вот такие игры, как всегда, объединяют людей, независимо там от национальности, от культуры и так далее, да. И все, что вот тут происходит, это, скажем так, становится частью их жизни. А не было ни у кого из, ну, например, зарубежных делегаций желания со своей какой-то культурной программой, может быть, где-то выступить? О, это было. Это у нас Олимпийская деревня же есть, и там практически каждый вечер проходят те или иные культурные мероприятия, и в рамках которого, конечно же, сами спортсмены и участники вот спортивных игр, да, тоже показывали свою часть культуры. Кто-то, например, хоровод вел, кто-то танцевал, кто-то пел. Поэтому это получается как обмен, скажем так, культурными кодами там, и так далее. Ну и, как вы знаете, у нас в рамках культурных мероприятий прошли очень много больших крупных мероприятий, такие как Якутский международный кинофестиваль. Вот об этом и хотелось поговорить. Расскажите, что там было представлено, какие картины, какие итоги и что ждет эти фильмы дальше, скажем так. Ну, мы очень рады, что гран-при Якутского международного кинофестиваля получили наши ребята. Это команда Михаила Лукачевского и Семена Аманатова. Там, где танцуют стерхи, этот фильм стал обладателем премии Гран-при.
И уже начиная с сегодняшнего дня его будут показывать по всей России. И это очень здорово. Я считаю, что эта команда, которая вот работала над созданием этого фильма, она очень мощная. И вот этот фильм, который стал очень хорошим воспоминанием, скажем так, да, о тех временах, о теплых, скажем так, о воспоминаниях ребенка, например, ну, детство глазами ребенка, и как он все это дело ощущал. Все это вылилось в очень прекрасный фильм, и который сейчас выйдет на большой экран и будет, скажем так, по всей России на международном уровне представлять нашу Якутию. Ну и кроме того, победителями, кроме того, стали монгольские фильмы. Ребята тоже, которые принимали участие, например, вот рассказать опять же про наших ребят. Вот, допустим, Елизавета Долбараева, она стала обладательницей тоже снежных очков серебряных, да, в номинации «Лучшая актриса» по голосованию народа, это, скажем так, нашего населения, да, и еще Георгий Бессонов. Поэтому я ребят тоже поздравляю с таким большим успехом, потому что мы очень долго ждали появления, опять же, возрождения вот этого кинофестиваля. И каждый раз этот кинофестиваль всегда открывает перед нами новые имена, не только в части режиссуры, но и также новых актеров, ну и новых постановщиков, можно сказать, да. И все залы, которые вот в течение которого вот были показы, организованы показы из разных стран, там они были полные тоже. И оказывается, у нас до сих пор есть очень хороший интерес на разные иностранные фильмы, не только на наши якутские фильмы, скажем так, да, но и на фильмы кинофестиваля, которые вот проходили в рамках игр. Ну и одним из еще из больших событий, кроме Якутского международного кинофестиваля, у нас также состоялся цирковой фестиваль «Мамонтенок». Да, тоже очень Да. такое вызвало очень большой интерес. Расскажите о нем. Да, это тоже фееричное, ну, мы его тоже очень долго ждали. Это тоже 7-й международный фестиваль циркового искусства «Мамонтенок». И, конечно же, ребята, которые приехали, цирки, которые вот представляли своих артистов, тоже на достаточно большом, высоком уровне как бы все были, да, и такие фантастические актеры, вот приехали артисты, да, циркового шоу, и тоже каждый день практически вот на протяжении всего этого времени у нас все были, и все дети от малого возраста, скажем так, и взрослые тоже, как впадая в детство, скажем так, да, посещали цирк, и были очень хорошие, интересные, вообще фееричные выступления. И там тоже победили, по-моему, команда из Монголии. И наши тоже принимали очень хорошее участие. И в рамках этого были очень хорошие обмены между собой, получается. Да? И, конечно, цирковое искусство – это как одна большая семья. Поэтому это была, можно сказать, встреча семей. Ну и хочется отметить еще и поздравить Айталину Савичну Адамову. У нас вот прошел международный конкурс ее имени, да. Вот и там также у нас обладателем гран-при стала Екатерина Корякина. Тоже хотим ее очень поздравить, потому что великолепный голос, естественно, как бы заслуживает такого большого внимания. И у нас вот состоится в скором времени концерт Open Air, как раз-таки гала-концерт заключительный, да, где как раз будут выступать все вот эти лауреаты гран-при, лауреаты вот этого конкурса. И вот думаю, что это тоже станет очень большим красочным событием. Большое спасибо, Мария Васильевна, за эту беседу. С нетерпением ждем очередной фееричной церемонии, на этот раз церемонии закрытия игр «Дети Азии». И всего вам доброго. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». В студии для вас работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.